Быть или не быть всю следующую неделю дома? Вопросов нет, конечно, быть. По решению президента с понедельника страна уходит в режим самоизоляции. Все организации, за исключением банков, магазинов и аптек, прекращают работу. Ну а нам, обычным гражданам, рекомендовано сидеть дома и выходить лишь по острой необходимости за продуктами или лекарствами. Насколько республика готова к такому режиму, мы решили спросить у граждан напрямую. Сыктывкар – столица региона, численность почти 250 тысяч человек. Что значит сотни тысяч идей о том, как провести неделю самоизоляции с пользой и, главное, без скуки. И это только на пользу. Нам всем только на пользу. Да, вообще классно. Отлично. Вместе время проведем. Да. Я, так как сама концертмейстер преподавателя, выкладываем задания по дистанту ВКонтакте. Так что все, полная готовность. Дома есть всегда чем заняться. Тысячи отложенных дел. Привести все в порядок, себя в порядок, мысли в порядок, детей тоже привести в порядок. Мечта о стихийном отпуске приходит все чаще в будни, когда работы много, времени на себя не хватает, а до выходных еще далеко. Однако сейчас, когда долгожданный отдых уже на пороге, находятся те, кто встречи с ним, кажется, не рад. Хотелось бы заниматься своими делами и ходить по городу, а не сидеть дома. Надо, наверное, сидеть дома, но с маленьким ребенком я даже не знаю, как это сделать. С маленьким ребенком или собакой, неважно, период самоизоляции игнорировать нельзя. Ведь это в первую очередь еще одна сила в борьбе с эпидемией коронавируса. На минуту в коме уже 3 случая заражения, свыше 1000 человек до сих пор под наблюдением врачей. То, как будет развиваться ситуация дальше, зависит от нас. Самоизоляция, пусть и короткая, уверены эксперты, позволит избежать патовой ситуации, которая сложилась в некоторых странах. Там вирус скосил уже не 1000 человек. Но вот парадокс. Жители Италии, одного из лидеров по количеству жертв, будто игнорируют проблему. Гуляют по городу, как ни в чем не бывало. Говорят, скука дома совсем одолела. Поведением итальянцев возмущены даже власти. Хочу сказать вам всем, куда вы, черт возьми, идете? Вы и ваши собаки, которых вы вечно выгуливаете. У них что, воспаление простаты? Как все может наладиться, если вы каждый день ходите в супермаркеты? Вы должны выходить за продуктами 1 раз в 10 дней, а вы каждый день шастаете за сигаретами. Как все может быть в порядке, если у нас на автозаправках очереди? Вы куда-то ехать собрались, если должны сидеть по домам? И вот что меня еще просто бесит, это когда люди втихаря посещают парикмахера или салон красоты. Хорошо, вы будете с красивой прической и прекрасной эпиляцией, но мертвыми. Некоторые, к слову, вопрос с выгулом собаки все-таки решают, правда, слегка необычным образом. Хорошо, что квартира хотя бы на 10-м этаже. Подниматься туда на веревке питомцу было бы явно страшновато. Впрочем, что не сделаешь ради соблюдения карантинного режима. Высыпаться, провести время с семьей, наконец доделать ремонт, прочитать новую книгу. У россиян свои планы на следующую нерабочую неделю. Специалисты рекомендуют провести время с пользой, чтобы не получилось, как в мультике про дюймовочку. Ну вот, поели, теперь можно и поспать. С приходом пандемии весь мир ушел в онлайн. Из дома сейчас можно делать практически все. Развлекательные сервисы, онлайн-кинотеатры и образовательные порталы начали давать бесплатный доступ к контенту. Языковые курсы, полезные подкасты, вебинары, мастер-классы по кулинарии. И это далеко не все. Сегодня я буду радовать свою любимую жену и постараюсь приготовить белиссимо пасту для нее. Домашний режим – это еще и время, когда все мы будем постоянно находиться в опасной близости от холодильника, под завязку набитого едой. А потому не лишним будет включить в свой распорядок физическую активность. Здесь в ход идет все, что попадает под руку. Книги, бутылки с водой, туалетная бумага, коты и даже дети. Тут, как говорится, на что хватит фантазии. Например, можно разлить на пол моющее средство. Чем не беговая дорожка? Run. Кстати, находясь в изоляции, можно осилить даже марафонскую дистанцию. Так, один француз пробежал 42 километра прямо на своем 7-метровом балконе. Почти 7 часов забега, около 6000 кругов. Правда, пейзаж за окном совсем не менялся. Но это ли важно, когда ставишь себе высокие цели?
А еще можно поиграть с соседом в теннис. Правда, если мяч упадет, то спуститься вниз и достать его не получится, придется искать новый. Если же фантазия работает не так хорошо, на помощь придут гуру фитнеса. Тренеры со всего мира проводят бесплатные онлайн-тренировки, рассчитанные на любой уровень подготовки. Ну что, девчонки, готовы тренироваться? Еще одна альтернатива бесконечному просмотру сериалов, которая поможет вам более изысканно провести время, выставки, концерты и театральные постановки со всего мира теперь стали ближе. На время карантина многие музеи и театры открыли бесплатные виртуальные туры и трансляции. Для полного погружения можно даже надеть элегантный наряд и сделать прическу. А еще можно воспользоваться лайфхаком от итальянцев и устроить совместный просмотр любимых фильмов домами, сидя в своих квартирах, разумеется. Музыканты по всему миру тоже присоединяются к тренду и все чаще дают бесплатные концерты онлайн. Когда еще можно будет вот так вот душевно провести вечер с любимым исполнителем? Некоторые знаменитости выходят в прямой эфир не одни, а целыми семьями. В борьбе со скукой на помощь традиционно приходят и домашние животные. Любимые питомцы могут стать не только прекрасными собеседниками, но и партнерами по играм. Так, например, правильно обученный кот с удовольствием сыграет партеечку в крестике-нолике, а еще выслушает и даже будет немножко вам поддаваться. Вариант есть и для тех, кто будет испытывать острую нехватку тусовок и танцев. Вечеринку вашей мечты буквально за несколько минут можно сообразить из подручных средств. Однако и тут стоит соблюдать осторожность. Ваши домашние могут быть очень чувствительны к громкой музыке. В интернете шутят, мол, сейчас самое лучшее время для лентяев. Впервые в истории мы можем спасти человечество, просто лежа на диване. Что ж, звучит несложно, справиться должны все. По-другому победить вирус просто не получится, тем более, что вариантов для домашнего досуга немало. Каждый найдет себе что-то по душе. Евгения Кладкевич, Ксения Лосева, Павел Люлянмин, телеканал Юрган, Сыктывкар.